В День российской науки студенты и аспиранты Башкирского государственного педагогического университета представили свои последние разработки. Вот, например, этот робот был доделан буквально вчера. У него пока нет названия, сейчас узнаем, для чего он нужен. Скажите, для чего он нужен? Он в основном для разведки, для анализа местности. То есть в помещении он может просканировать помещение и построить 3D-модель его. Например, в трубопроводе, то есть в связи с недавними событиями, с падением и провалом асфальта. Что вам в голову придет, вплоть до робота, который вам будет приносить тапочки. Отлично, спасибо. Пойдем дальше. Не покупайте батарейки, берегите свою копейку. Вот такой способ предлагает нам Артур. Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь с картошкой? Ну, с помощью картофеля у меня работают часы. Дома у меня они работали 3 месяца, но картошка сморщилась и стала некрасивой. За счет чего работают часы? Часы работают за счет меди, цинка и кислоты в овощи. Сегодня я представлю на выставке самолет-крыло, самолет будущего. Преимущество в том, что он расходует намного меньше горючего, чем обычный самолет. Дальше он переводит намного больше пассажиров, чем обычный, до 1000 пассажиров. И еще он гораздо экономичнее, чем самолеты. На выставке я нашла совершенно удивительную коллективную работу. Девушки выращивают мух. Скажите, пожалуйста, для чего это? Здравствуйте. Это нужно для всяких научных исследований, которые проводятся у нас в научно-образовательном центре. Мы их маркируем такими генами, скрещиваем их между собой, получаем какие-то результаты. Также мы занимаемся выращиванием целых растений из отдельных каких-нибудь частей. То есть мы сажаем их на такую питательную среду, она называется питательная среда Мурасики Скугу. Туда, там, например, какой-нибудь побег, листочек, там что-нибудь